Это все шло соревнование. Это такой, и вот именно начиная там, со Стаханова, который, потому что это увеличивало, производительность труда увеличивала. Это заинтересованность, понимаете, это какой-то поиск каких-то новых форм. Они очень много, потому что в экономике ведь надо было, ведь республика, когда Советский Союз распался, у нас было 1 200 000. К нам же ехали люди и оставались, и им было интересно. А сейчас вот хорошо, что вы задали такой вопрос. Я вот все думаю, что вот это соревнование, оно все-таки, я еще раз повторяю, объединяло как-то людей. Вот я вам рассказала в Карелии. В Карелии, потом же мы после Карелии там, мы стали же еще делать, потом, значит, мы вышли на республики, с которыми соседями, потому что вот мы на Вологда, например, сколько у нас, интересно, в Вологодских, сколько там, очень много. Вологда, тот же, представляете, такой Великий Устюг, посмотрите, сколько там всего. Это мне было интересно узнать. Мы показываем, они к нам приказывают. Вот эти все вологодские кружева еще до этой выставки, которая была, и я когда была на выставке, я говорю, вы помните, мы же вас, они говорят, да, мы помним, вы уже были. Понимаете, вот то, что сейчас делаем, это все уже где-то были. Вот с Вологдой, потом, значит, с Кировской дорога открылась. Сколько там у нас кировчан, мы там, у них очень много, у них очень сильные художники, я считаю, что, и у них очень много того, вот, тоже Салтыков-Щедрин, домик сохранился. Эти Васнецовы, они же, у них такой зал у нас не было у нас, потому что мы где-то на окраине были, дорог не было. И вот это вот, во-первых, наши деятели, которые ездят, они тоже узнают. Они как-то сравнивают, они с чем-то. Вот. И потом, это всегда ведь, мне кажется, когда иметь соседей вокруг себя. Значит, Вологда была, Киров, ну вот Карелия, потом еще с кем-то такие, мы дружили, и потом мы находили такие моменты, например, вот та же Карелия. Петрозаводский государственный университет располагался в здании Комипединститута, понимаете? То есть такие моменты, которые заставляют и уважать, и узнавать, понимаете? Это очень много моментов таких, может быть, это не очень удачное слово, воспитательных, но что мы единая семья. Вот сейчас мы говорим, вот я смотрю по той же Америке, да и у нас, вот посмотрите в этом, идет идет недовольство. Люди прямо готовы, ну я не знаю, вот сейчас во Владивостоке и так далее. Ну такого же не было, когда мы работали, не было, понимаете? Приди, расскажи, поддержим. Или не выделялись. И, понимаете, и тогда люди, понимаете, ценили, что человек, вот, например, кандидат наук, не так много было кандидатов. На партийной работе у нас всего 3 кандидата было, больше не было. И мы все заканчивали не в Сыктывкаре. То есть мы где-то познали, что-то знаем. И я помню Юшков, ну как-то так вот он, кто-то там, что-то на меня, он говорит, ну ты знаешь, ты не знаешь Альбину Васильевну. Понимаете, они защищали нас где-то в трудную минуту, то есть они понимали, что это такое, вот эти люди, с которыми постоянно работали, понимаете. Посмотрите, вот эти волонтеры. Я думаю, это неплохо, что волонтеры, конечно, появились. Но раньше комсомол. Все комсомольцы были волонтерами, как вы считаете? Все. Но кто вспомнит? Понимаете, вот мы как будто бы ушла эта эпоха, и мы начинаем. И отсюда тоже преемственности нет.